меня зовут Нургуль, я являюсь лектором с областного центра формирования здорового образа жизни. Сегодня бы я хотела поговорить на актуальную в современное время тему дорожно-транспортный травматизм. По статистическим данным ДВД, за 7 месяцев текущего года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 141 ДТП с участием детей, в которых погибли 7 несовершеннолетних детей и было травмировано 161 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество аварий и пострадавших снизилось четверть. Согласно статистическим данным, чаще всего нарушают правила дорожного движения девочки, нежели мальчики. За текущий период было зарегистрировано 70 подобных случаев с разновидностью наезд на пешехода. К административной ответственности за нарушение правил перевозки детей за 7 месяцев 2016 года было привлечено 24 190 водителей. Давайте с вами рассмотрим, что относится к элементам дороги. В первую очередь, это же, конечно, проезжая часть, то есть та часть, где у нас непосредственно ездит транспорт. Имеется тротуар, то есть где ходят пешеходы, и трамвайный путь. Когда мы переходим по улице пешком, то мы являемся пешеходами. Ходить по улице нам разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, нужно идти навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда вы не только будете видеть водителя, но и водитель тоже будет видеть вас. Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места, и называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками. Пешеходный переход. На слайде вы можете посмотреть. И белыми линиями разметка зебра. Если вы увидите данный знак и разметку зебры, то вы можете смело проходить через улицу. Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановитесь у края проезжей части, посмотрите, прислушайтесь, повернитесь налево. Если транспорта нет, то нужно дойти до середины дороги, посмотреть с правой стороны. И если вы также увидите, что транспорта нет, то вы можете переходить дорогу. Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет, как правильно вам идти. Красный цвет. Нужно остановиться и пока подождать, пока проедет транспорт. Зеленый, желтый подождать и только на зеленом идти. Никогда не нужно переходить на улицу на красный цвет, если даже поблизости нет машин. Пешеходы должны переходить улицу шагом, а не перебегать ее, так как при внезапном появлении пешехода водитель сразу остановить транспортное средство и избежать наезда не может. Что касается ожидания автобуса, троллейбуса, трамвая на остановочной площадке, нужно соблюдать тоже правила поведения. Нельзя бегать, толкаться, не стоять на краю тротуара, быть внимательным и осмотрительным. Если посадка в трамвай осуществляется с проезжей части, то разрешается выходить на нее только после полной остановки трамвая. Правила поведения пассажиров. Посадка в транспорт. Подходите к двери только после полной остановки транспорта. Не стойте перед дверьми, пропустите выходящих пассажиров. В салоне держитесь только за поручни, чтобы не получить ушибы при возможном резком торможении. Не играйте на проезжей части. Дети, играющие на проезжей части улицы, мешают движению транспорта, а главное, увлекшись игрой, могут сами попасть под колеса машин. Не цепляйтесь за проходящие автомобили, не катайтесь на сцепном устройстве трамвая. Это опасно для жизни. Имеются типичные ловушки. Первая ловушка – это главная опасность, это стоящая машина. Стоящая машина опасна. Она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Вторая ловушка. Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади. Стоящий автобус закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль.
Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Третья ловушка. Умейте предвидеть скрытую опасность. Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. Четвертая ловушка. Машина приближается медленно, и все же надо ее пропустить. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой скорости. Пешеход часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. И у светофора можно встретить опасность. Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают правила дорожного движения, мчатся на большой скорости, игнорируют сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно ориентироваться на зеленый сигнал светофора. Необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Пешеходы часто рассуждают так: машины еще сидят, водители меня не видят и пропустят. Они ошибаются. Пустынную улицу дети часто перебегают не глядя. На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на дорогу предварительно, ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте привычку всегда перед выходом на дорогу останавливаться, оглядеться, прислушаться, и только тогда переходить улицу. Седьмая ловушка. Стоять на осевой линии. Помните, сзади может оказаться машина. Дойдя до осевой линии и остановившись, пешеходы обычно следят только за машинами, которые двигаются с правой стороны, и забывают об автомобилях, проезжающих у них за спиной. Испугавшись, человек может сделать шаг назад, прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не убедившись в собственной безопасности. Арки, выезды из дворов, места скрытой опасности. В крупных городах место повышенной опасности являются арки, через которых из дворов на проезжую часть выезжают машины. Вы также можете аккуратно посмотреть, есть ли машины или нет. Если никакой опасности вам не угрожает, то вы можете переходить улицу. Я рассказала вам основные моменты о правилах дорожного движения. Я думаю, вы все будете их соблюдать. Всем удачи, всем счастливо!